Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас благодарю за то, что вы у меня есть, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что от вас сейчас скрыто и что готовит вам судьба, что интересного, что необычного, экстраординарного. Если вам так же, как и мне, интересно, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте будем смотреть. Я думаю, вы все уже настроились, все уже загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что сейчас у нас скрыто. Да, я хочу слышать и узнать. Так. Ну что скрыто? Скрыт ваш потенциал, скрыты ваши таланты. Скрыто ваше предназначение. Вот очень много людей, кто зашел на эту отсыпочку, вот в данный период времени, здесь и сейчас, ощущают себя потерянными. Вроде человек живет, вроде к чему-то стремится. А вот нет прорыва, нет какой-то свежей струи. Вы не живете, как проживаете. Вот такое идет ощущение. И от такой жизни вы... я не буду говорить, беспокойтесь, переживайте, это все понятно, вы как будто бы уже устали. Устали и говорите, неинтересно. Вот неинтересно и все. Как-то приелось, что ли, все. Либо кто-то чувствует, что прям как вниз катится. Не катится, скорее сползает. Человек ниже сползает потихонечку. Как остановить это, непонятно. Стоит ли это останавливать, тоже не ясно. Такое ощущение, дискомфорта, мягко скажем. Хотя я вижу у кого-то прям печаль и ужас. Так, мои хорошие, скрыто от вас то, что вы человечек с особым предназначением. У каждого предназначение свое. Здесь, честно говорю, не показали конкретику. Показали, что вам еще цветение впереди. То есть вы сейчас в состоянии бутона, и этот бутон, он должен расцвести. То есть вы должны найти свое предназначение. Вот именно там, в том моменте, и кроется ваше счастье, кроется ваш успех, кроется наполненность вашей жизни, гармония с самим собой и с этим огромным-огромным миром. Смотрите, мои хорошие, вижу, что вас тут помытарило. Кого-то из вас судьба побила, помотала, кто-то от людей натерпелся жутких несправедливостей, претерпел гонения, мучения и адские муки, от людей вам шли. От людей, причем люди такие, знаете, вроде как бы люди, как люди, но при этом ни стыда, ни совести, и Бога над ними нет. Такие люди. Так, натерпелись, натерпелись, били, а вы выстояли. Мучили, а вы выдержали. Прошли сложный путь, прошли вы свои терновые кущи. Конечно, не без следа. У многих прям раны на сердце, в душе. Такое, знаете, у кого-то прям ошметочки остались. Но, мои хорошие, скрыто то, что вы будете восстанавливаться. И вы восстановитесь. У вас какая-то сильная программа регенерации. То есть она вам по генотипу передалась. Она в вашем генетическом коде. Вы, возможно, даже об этом знаете, догадываетесь. Может быть, истории в семье были, родственников, которые прям через мясорубки проходили и еще потом жили и не тужили, как говорится. Это есть, это я вижу, этому я бесконечно рада. Слава высшим силам за то, что они позволяют нам, людям, пользоваться накопленными ресурсами нашим родом. Так, что важно? Что важно вам понимать здесь и сейчас? Важно понимать, что в вашу жизнь буквально в ближайшие несколько недель либо несколько месяцев ворвутся двое.
двое. Один идет вестником, причем вести он несет благие, просто какие-то сногсшибательные, прекрасные вести для вас, для вашей жизни, для вашего будущего. А второй вам идет спутником. У кого-то это дружба, но у кого-то любовь. Любовь, счастье, да, мир, добрые люди. То есть два человека врываются в вашу жизнь. 2 недели, либо 2 месяца, но не более чем 2 месяца. Вот в этот период, в этот промежуток вы обязательно с этими людьми встретитесь и получите от них хорошие, добрые и вести, и поступки, и действия. Так, мои милые, дальше идем. Здесь у кого-то призвание. Призвание, которое зовет. Зов какой-то идет. Да? Вот вы чего-то хотите, либо вы о чем-то думаете, либо начнете о чем-то думать, какие-то желания у вас появятся, что-то вы увидите, чем-то заинтересуетесь. Вот это именно ваше дело. Здесь даже получается так, не вы свое дело ищете, а ваше дело вас само найдет. Само найдет и к вам попросится. И, допустим, вы педагог, да? Вы педагог. И всю жизнь вы проработали педагогом. И тут вам каким-то странным образом что-то на глаза попалось, да? Либо вы почувствовали в себе страсть, например, к видеоблогерству, либо к изготовлению каких-то шедевральных вкусняшек. Вот. И вы с собой ничего поделать не можете. Вот хочется. Хочется брать, например, снимать, либо хочется брать, там, печь, не знаю, готовить, вот хочется. Вот это будет ваше дело. Это дело не только по душе, но и по карману. Смотрите, вы достигнете больших вершин. Это первый момент. Удовлетворите все свои внутренние потребности, да, на я нужный человек, я важный человек, я талантливый человек, я несу пользу, я несу там какие-то полезные знания. Вы это удовлетворите. Плюс вам от этого вашего дела, вашего увлечения, вашего призвания, да, вам пойдет денежка. Она начнет капать. Я тут обманывать не буду, она начнет капать. Вот так, знаете, кап, кап. А потом вот эти капельки, они будут увеличиваться, поток начнет вот прям приобретать форму и превратиться просто в какой-то фонтан. Честно скажу, у кого-то фонтан будет помельче, у кого-то побольше, но тем не менее фонтан – это же просто замечательно. Представьте, что такое фонтан? Большие объемы воды в короткий промежуток времени проходит вот этот цикл от подачи до извержения, понимаете, цикличная ситуация. Вот и у вас так будет происходить. Фонтан вам идет. Причем очень даже такой и неплохой. Даже если он будет и не слишком большой. Тем не менее, вы будете абсолютно довольны. Абсолютно довольны. Знаете, мои хорошие, вот я прям чувствую, кто-то прям спрашивает, хорошо, а что со мной происходит сейчас? Что со мной было? Вот за что мне все это было навешано, да, отпущено, навалено, кто как думает. Здесь была карма, здесь были какие-то сложные действительно уроки. Кто-то учился, кто-то искупался, у каждого своя история. Самое важное – это то, что вы заканчиваете этот цикл. Этот цикл у вас длился 12 лет. 12. Вот просто посидите и подумайте. Пусть каждый, задание вам такое небольшое, пусть каждый отсчитает 12 лет, и у вас какое-то событие происходило в этот момент. Вот как был запущен старт этому циклу, 12-летнему циклу. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Это все заканчивается. Заканчивается в этом году. До конца этого года этот цикл у вас заканчивается. Поэтому все. Хватит страдать, хватит переживать, начинается новая жизнь. И я думаю, что многие из вас уже в предвкушении, да, многие уже чувствуют, у кого-то уже прям нетерплячка, да, скорее бы в новую жизнь, хотите вы этого, очень сильно хотите. А кто-то, да, уже прям что-то и делает, да, уже какие-то шаги первые делает. Молодцы, так держать. Понятно, что страшно, понятно, что все так туманно, какие-то перспективы у вас туманные. Я вам честно говорю, все закончится хорошо, очень хорошо. Здесь у меня человек оседлает конячку. Видите, лошадка такая у нас интересная. И человек горцует сверху. Причем тут в каком-то, даже не знаю, акробатическом этюде, да, у нас тут человек замер, да, в позиции звездочки. Она, видите, лошадочка такая.
Не пугайтесь, что в левую сторону смотрят, это нормально, потому что вы еще не знаете, да, вот чем заниматься будете, либо чего добьетесь, для вас это туман, как я сказала, да, перспективы у вас туманные, но при этом вы в позиции звезды, видите, вот пятиконечная звезда, это вы. Мало того, у вас над головой зонтик, вас защищают, вас оберегают, и уже никому не будет позволено вам помешать. Что-то сделать вам, как-то на вас воздействовать, какие-то перепоны вам создать. Нет, вы под зонтиком, вы под полной защитой. И смотрите, даже на вот эту лошадочку тоже распространяется защита. То есть и ваше дело, и вы будете 100% изолированы от всяких там вредителей, пакостников и козней судьбы. Вот чтобы вы понимали, это вот у нас центр рисунка. Пожалуйста. Пожалуйста, все оно исполнится. Дальше, мои хорошие, у вас тут подковочка вышла, и вышло у вас зернышко. Значит, зернышко, кстати, связано с каким-то человеком. По поводу подковы. Да, будет большая удача. Вот знаете как, и удачу вам кто-то несет. Вот в руках как будто бы вам несет, предоставляет возможность стать удачливым человеком, либо попытать свою удачу и выйти в победители. Либо, знаете как, может быть, вы с кем-то сейчас в отношениях, и отношения достаточно, скажем так, спорные, обременительные и тяжелые. Вот как я говорила, один из вестников будет вам либо другом, либо любимым. Да? Вот я так понимаю, что вот это человечек. Вот он вам открывает путь в удачу. Тот, кто у нас с зерном, он у нас в левой стороне. И мне вот кажется, что вы от кого-то ждали. Ждали, что человек наконец-таки там одумается, поменяется, совесть, может быть, в нем проснется, да, либо какие-то хоть более-менее человеческие там, на уровне базовых инстинктов, да, качества проявит. Ну, честно скажу, не проявит. Не проявит, но ему не надо. То есть вот этот человек, он идет как пропащий. Пока вы были с этим человеком, пока вы его тянули на себе, пока вам было страшно с этим человеком, как это может быть, расстаться, распрощаться, жил за счет вас, паразитировал на вас, энергией вашей питался. Вы что думаете, он просто так вам нервы тратил? Нет. Он вас ел, он вас пил, и он за ваш счет жил. Вот и все. Я думаю, что вы... Понимаете, тут и усталость идет, и напряжение. И вот кого-то прямо из девочек настолько довели, что он говорит, да ничего не хочу, вот вообще ничего не хочу. Босая, не знаю, в зиму куда-нибудь в поле, в лес, но только лишь бы не с тобой. Вот до такой степени довели. Здесь будет точка в отношениях. И знаете, девочки, что еще скажу? Вот этот человечек, он еще будет за вами, по следам по вашим ходить, да, за подол за ваш, как репях цепляться. Еще попробуй избавься от него. А как он без вас? Ну как? А кто за мной ухаживать будет? А кто меня на себе тащить будет? Вот сразу вспоминается вот эта история про чемодан без ручки. Но это даже не чемодан, это какой-то, не знаю, целый мусорный контейнер без колесиков, да? И громко, и тяжело, и неприятно, еще и воняет. Вот такая история. Точка избавления от этого мучителя, вредителя. И избавитесь вы от него сами. Вот просто доведет до такой точки, когда вы скажете, все, видеть тебя, не то, чтобы не хочу, не могу и не буду. И пойдет он на вольные хлеба. Хлебнет он еще своего наказания, своих испытаний. Еще не раз вас вспомнит, но вспоминать будет вас хорошим, добрым словом. Потому что с вами жизнь, это действительно был рай. Рай. Даже в раю такого нет, что вы для него делали, да, какие вы условия для него создавали. Ничего. Знаете как, локоть близко, да не укусишь уже. Ой, девочки, прям жаль. Это ужасно, когда такие ситуации, особенно жаль годы, которые были потрачены. Почему вы встречались? Почему вы были вместе, почему вас столько лет вместе связали, завязали. Как бы вам сказать, у вас была карма, вы ее отрабатывали. А у этого человека была удача. Удача изменить свою жизнь. Благодаря вам он мог изменить свою жизнь. Но он этого не понял, он профукал все свои возможности. Как говорят, отморозился, и все, и Васькой звали.
Кто виноват? А никто не виноват. Но тащить его на себе вы больше не будете, потому что вот идет к вам новый человечек. Действительно, тот, кто будет достойным, кто будет любить. Вот вы заслужили этой любви, вы заслужили этого счастья. И поверьте, справедливость, она есть. И не только там, на том свете, но и здесь, в миру, среди обычных людей. Вы свою справедливость дождетесь. Вот что будет происходить. Дальше, мои хорошие. Здесь мне очень нравится картинка, вот связанная с детьми, наверное. Дети. Вот, возможно, у вас нет детей, либо что-то не так с вашими детьми, да, вот как-то выросли дети, каждый живет своей жизнью, там не подходи, каждый там взрослый со своим мнением, со своими какими-то интересами, с лайфстайлом со своим, да, типа я живу по своим правилам, не надо тут ко мне лишний раз идти, меня трогать, да, вот такие могут быть отношения. А здесь идет объединение, причем, ну вот инициативу будут проявлять ваши дети. Если они от вас в какой-то момент вдруг по каким-то причинам начали, это ужасно больно. Я сама как мама, я вот это вижу, мне прям, знаете, не по себе. Вдруг, да, вот такое происходило. Либо, может быть, вас жизнь по разным, скажем так, уголкам мира раскидала. Разные могли быть причины. Дети к вам потянутся, причем с любовью, с нежностью, с благодарностью. Девчонки, вот такое идет. Вот, если деток у вас нет, разные причины могут быть, да, деток нет. Я вам так скажу, что у вас будет в жизни два человечка, вот видите, вот пара, два человечка, кого вы будете называть детьми и кто будет называть вас мамой. Может быть, вы пойдете на усыновление. Может быть, так случится, что наконец-таки, да, вот каким-то чудом забеременеете. А может быть, вот такие найдутся люди, с кем вы, душами сойдетесь, да, и вот в виде, да, вот этой возрастной разницы люди будут действительно к вам и относиться, и называть вас мамой. То есть нету такого, что у меня тут девочки остаются вообще бездетные. Знаете, да, что чужих детей не бывает. Это так. И если вдруг вы там идете на усыновление, либо так складываются обстоятельства, что вы, полюбили вы, да, каких-то людей, люди вас полюбили, это души нерожденных ваших детей. Что вы понимали. Это не чужие люди. Нет. Абсолютно нет. Так что с этим не переживайте, все будет классно. Дальше идем. Здоровье. И очень актуальная проблема. Это касается либо вашего личного здоровья, либо того, кого вы очень любите, за кого очень переживаете. Тут с здоровьем, знаете, вот какие-то импульсы идут, вот какое-то слабенькое здоровье. Вот как, волосиночка, да, такая тоненькая. И у вас страх, вдруг эта волосиночка порвется, вдруг она не выдержит. Вы как будто бы вот на пороховой бочке живете. Вот такие вот даже страхи. Что хочу сказать, чтобы вы не переживали. Здесь плохая ситуация, но она такая минимальная, просто минимальная. Может быть 5% всего лишь, что вот человеку пора, да, и человек идет в мир иной. Но у большинства, у 95%, здесь идет ремиссия. Очень такая стабильная, добротная. Ремиссия. Причем какие-то, знаете, вот сжатые сроки у вас идут по ремиссии. Идет восстановление, идет улучшение. Да, здоровье 100% назад не вернется. Может, там у единиц только вернется. Но у большинства идет вот восстановление идет, да, человек себя чувствует лучше, побеждает какие-то вот болезни, на ножки становится, да, вот и жизнь улучшается. Это все произойдет. Почему это произойдет? А потому что вы боретесь, а потому что вы верите, а потому что вы просите, и потому что вы хотите быть здоровым человеком, вы соблюдаете правила, вы, возможно, там, кто еще не понял, да, что надо лечиться, начнете лечиться, вам захочется жить, Либо тот, кого вы любите, вы убедите этого человека, что надо жить и нужно работать над собой. Вот появится вот это желание, сильнейшее желание жить и быть здоровым. Не идет улучшение. Человек у меня вот из лежачего положения, это какого-то загогулиной, да, человечек, может быть, спина, я не знаю. То есть человека вот как покрутило, да, человек выпрямляется, становится на ножки, и мир открыт. Более того скажу, вот если вы очень болели и вы были ограничены как-то по движениям, вас еще какие-то путешествия ждут.
путешествия, какие-то поездки, очень много нового повидаете, вот посмотрите. Так, здесь у меня кто-то на новом месте очутился, либо очутится в ближайшее время на новом месте человек. Новое место жительства, новый город, страна может быть новая, континент даже может быть новый. Смотрите, вам попервой придется нелегко. Не бойтесь ничего, и главное, не нервничайте. И вот эти вот желания, что типа, ну нет, у меня не получится, да, все, собираю вещи, возвращаюсь. Вот запретите себе об этом думать. А может быть, вам там что-то рассказали, что вы приедете, вас там все ждут, там все к вашим услугам, да, вы приезжаете и нужно как-то выживать самостоятельно. То есть у вас идет столкновение с какой-то реальностью. Да, она не жесткая, она просто обычная вот человеческая реальность. Ну, ни больше, ни меньше. Если вы были в каких-то розовых очках, ну, к сожалению, придется снять. Эти очечки немножечко неправильно вам показывают, да? Вы это поймете. Так, мои хорошие, ни в коем случае назад не возвращайтесь, оставайтесь, жизнь ваша там наладится. Вам по судьбе вот это было перемещение, вот этот переезд. И не пугайтесь того, что будет происходить, с чем вы столкнетесь. Когда вы, проживя на новом месте где-то вот, ну, с год, наверное, да, вот месяцев 9-12, вы поймете, что так замечательно, что я принял, либо приняла это решение, что переехала. Боже, как же здесь замечательно. Будьте благодарить высшие силы, благодарить того, кто вам посоветовал, и благодарить себя за то, что вы это сделали. А на новом месте будет новая жизнь. Гораздо лучше, чем было до. Гораздо лучше. Это как небо и земля. Вот если будете сравнивать, вы будете понимать. Замечательно. Так, ну и напоследок я хочу, чтобы вы все знали, вот кто зашел на эту отсыпку. За вами наблюдают, вам помогают и от вас отводят то, что вам может навредить. И если у вас что-то не получается, ну, есть желание, вы что-то там решили для себя, либо чего-то хотите, вы начинаете этим заниматься, и у вас бац, блок. Вы такие, не поняла, что произошло. А что случилось? Почему меня тут заблокировали? Не идите нахрапом. Не идите. Не пытайтесь пробить эти стены. Не зря эти стены у вас возникают, да, перед вами, потому что вам это не нужно. Либо стоит отложить до лучших времен, как говорится, либо вам будет предоставлено нечто иное, более важное и более полезное для вас. Здесь нам четко показали, вот ангел расставил крылья над человеком, видите? И вот у вас еще и тут помощнички нарисовались. То есть вас ведут по жизни, вас не ограничивают, вас не блокируют, вас просто ведут. Ну вот как представьте, да, маленький ребенок, который только научился ходить, и рядом заботливая мамочка, которая вот ребеночка, да, так вот поддерживает, там за ручку поддерживает, либо там со спины его поддерживает, чтобы он не упал, чтобы он не поранился, чтобы там в лужу не наступил. Вот такие вот вещи. Вот забота о вас идет. Вы будете это на себе ощущать. И не забывайте, пожалуйста, благодарить высшие силы. Если вы выучите хотя бы одну молитву, это будет просто супер. Если вы хотя бы вот перед сном будете благодарить высшие силы, ну во что вы верите, да, высшие силы благодарить за то, что вам было дозволено прожить день, ваша жизнь будет меняться, и вам будет спокойней, и у вас как бы и доверие появится к высшим силам. Вы больше будете чувствовать их присутствие в вашей жизни. Оно и так присутствует, да, а так еще больше вы будете ощущать. Может быть, какие-то подсказочки пойдут, интуиция будет усиливаться, будут какие-то вам знаки дополнительные посылаться. То есть качество вашей жизни, оно поменяется в лучшую сторону. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.